Первая библиотека в России появилась еще по указу Петра I. И с тех пор правила этикета в них не изменились. И мы уверены, что еще столько же они не изменятся. Так что давайте один раз выучим и будем вести себя прилично. Хоть атмосфера библиотеки особая, интеллигентная и тихая, все же спать здесь нельзя. Зачем тратить драгоценные часы на сон? Бывает, тебе понравилась цитата из книги, и захотелось забрать ее с собой, в буквальном смысле, чтобы потом кидаться цитатами, афоризмами в классе, ловить восторженные взгляды девочек и зависть пацанов. Но рвать ради этого книгу нельзя. Книгами библиотеки пользуются все читатели. Важно после себя оставлять их в целости и сохранности. О, а ты читал книгу «Самый богатый человек в Вавилоне»? Нет. Нет? Да ладно, прочитай. Это основа основ. Ты чё? Нельзя мешать другим читателям. Ведь все в библиотеке направлено на то, чтобы сконцентрироваться. И есть в библиотеке тоже нельзя. Во-первых, читатели могут раздражать посторонние запахи, во-вторых, можно испачкать книгу. Всем привет, я сегодня решил себе устроить день книг. Смотрите, вот пришел в библиотеку, вот моя любимая, например, называется Сайфи Кудаш. Не знаю, что это значит, но моя любимая, поверьте мне, пожалуйста. Вот я каждый день хожу, честное слово, вот каждый день сюда прихожу, читаю книжки, сплю, кушаю тут. Короче, живу в библиотеке, можно так сказать. Блог в библиотеке снимать нельзя, по той же причине. Ты будешь мешать другим читателям. Тишина должна быть в библиотеке. Напоследок самое главное и крылатое правило. В библиотеке должна быть тишина. Зачем нужно ходить в библиотеку? Во-первых, это выгодно, не нужно покупать книжки, а можно взять их на прокат. Во-вторых, это атмосфера. Я реально чувствую себя в библиотеке ученым, то есть я сосредоточен только на книге, а не на всяких соцсетях и ватсапах. Ребят, ходите чаще в библиотеки. Миша Крылов, Руслан Бигбаев, специально для Горы новостей.